Перекресток при въезде в Малгобек. Именно по этой дороге проезжают машины с мясной продукцией. Свой путь они держат на воскресный рынок в Зязи-Ковюрте. Здесь и начинает проверку качества завозимого мяса правительственная рабочая группа. Такой рейд начинается с раннего утра, чтобы никого не пропустить. Сотрудники ГИБДД останавливают грузовые «Газели» и легковые машины с большими багажными отсеками. Ветеринарной службой проводим проверку всех транспортных средств, перевозящих через пост проходящих мясопродукции. Именно по этому направлению выявлять вот эти правонарушения, в которых без документов, которые передвигаются без соответствующих документов, и направляем на Россельхознадзор, в отношении которых проводится нарушение. Многие уже знают в курсе, что в сопредельных государствах Российской Федерации наблюдаются вспышки особо опасных болезней, и существует высокая вероятность заноса их на территорию государства, и в том числе Республики Ингушетия. Мы здесь, Россельхознадзор, находится в качестве специалистов для оказания консультативной помощи. Уже после можно наведаться и на сам рынок. Вход сюда для покупателей свободный. А вот предпринимателям нужно пройти ряд проверок, а точнее мясу. Сотрудники ветинспекции проверяют у мясников сопроводительные документы и чеки о прохождении лабораторного анализа. И уже на месте проводят ряд дополнительных исследований. Внешний вид, цвет, консистенция, запах и состояние жира. Внимание специалисты обращают на каждую деталь под микроскопом. Помимо этого, к нам заносят мясо, мы его проверяем, естественно, и проведя исследование, если оно соответствует ветсанэкспертизе нормам проверки, отсутствия сибирки, и делаем бензидиновую пробу, делаем пробу варкой. Все у нас есть, реактивы, нас снабжают. Даже если мы напрашивается для того, чтобы все, что вам нужно, приходите, приезжайте. Такая процедура не занимает много времени, но дает гарантию, что эта продукция не будет угрожать здоровью людей, а это особенно важно. Тем более сейчас, когда ежедневно в сети интернет можно наткнуться на информацию о том, что на прилавках торговых точек реализуют привозное мясо, которое имеет ярко выраженные признаки различных заболеваний. Вот весь этот процесс, он заключается в том, что сегодня нужно нам максимально провести работу для того, чтобы на всех этапах во взаимодействии с МВД, который нам сегодня помогает, рейды, которые начались, они обеспечивают для нас такую соответствующую помощь, когда это будет во взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами, с территориальными органами, которые не будут позволять в несанкционированных местах это мясо и мясопродукцию позволять, реализацию эту. То есть люди будут приходить и продавать эту продукцию на рынке. Только после этого предприниматель может разложить свою продукцию для продажи. К слову, мясная занимает отдельный ангар. Все это в соответствии с правилами Санпина. Необходимые документы есть у Алихана Борзова. Продажей мяса он занимается уже 10 лет. Все свое домашнее и, самое главное, экологически чистое. Предприниматель еще ни разу не слышал нареканий ни от надзорной комиссии, ни от покупателей. Все у меня есть. Проверенное мясо. Пока они не проверят, я не продаю его, ни одного куска. Потому что я сам могу заболеть, если болезнь будет, в первую очередь я могу заболеть. А потом только за людей отвечать еще придется. К слову, покупатели и сами внимательны, закупаются только у проверенных мясников. Всегда на этом рынке каждое воскресенье приезжаю, все, что мне надо, необходимо беру. Весь товар у них качественный, хороший, никаких претензий не имею никому. И мясо, и куры, и все я беру. А сопроводительные документы проверяете? Конечно, есть же врач у нас свой. Все проверено, все хорошо, отлично. Никаких претензий нету. Покупка мяса на рынке со специализированной лабораторией – это гарантия качества продукции. Продажа в неположенном месте запрещена. К таким вариантам приходят те, кто не прошел проверку на годность продукта. В случае покупки некачественного товара на рынке всегда можно обратиться в ветуправление и вернуть его. А что касается нерадивых предпринимателей, возможно, ситуация изменится в лучшую сторону, когда их начнут бить по карману.
Хава Гагиева, Али Зязиков, Новости 24.